Прошу включить микрофон народному депутату Муран Сулустане Баянайдахкиге. Добрый день, дорогие коллеги. Значит, с проектом постановления не согласна, потому что вижу, что тут некоторые проблемы не рассмотрены. Произошедшие накануне события считаю неверным оценивать только как проблемы иммиграционной политики или только как бытовой национализм. Мы должны понимать, что это не противостояние киргизам, а социальный всплеск. Накопившиеся социальные проблемы выплыли наружу, а изнасилование девушки стало тому детонатором. И то потому, что данные тяжкие преступления повторились, что задело мужскую самоидентификацию как народ. Политика поддержки приезжих народов в течение многих лет намазолил глаза местного народа, жизнь которого с каждым годом становится все тяжелее. Нельзя оспорить тот факт, что прибыльные рабочие места отняли у местного населения. Людям врут в глаза, что приезжие работают в грязных, тяжелых условиях на мизерную зарплату. Пришло время открыто признать тот факт, что приезжие занимают самые хлебные ниши, занимают места, где мог бы работать местное население. Мы должны понимать, что это вранье злит народ и угнетает обстановку. Самую прибыльную нишу строительства тоже схватили приезжие по вине власти, которая распоряжается тендером. Для кормильца семьи, для мужчины это сравнимо с тем, что у его ребенка отобрали хлеб. Какой работник не рассердится, наблюдая за всем этим? В сфере транспорта та же картина. Возьмем сферу торговли. Пусть местный человек попробует открыть такие же киоски. Получится ли у него? Нет, конечно. Его засыпают многочисленными документами, требованиями, платежами. Говорят, местные сами не хотят идти в промышленность. А что творится в Алмазах, Анабарах? Бесконечные очереди. Трудоустроиться туда нашим мужчинам. Подобно воочию увидеть Бога. А пойдут устраиваться на более высокооплачиваемые компании, вроде Алроса, Сургутнефтегаз. Их возьмут или нет? В Алросе, где насчитывается более 20 тысяч работников, местных лишь чуть больше 700. Это разве правильно? Иначе как насмешкой это назвать нельзя. И то они там занимают самые низшие должности, работают на самых грязных, малооплачиваемых работах. Радуются, что в последнее время хоть стали работать в шахту. На вахту принимают людей с 4-5 разрядом, с опытом работы. Откуда у человека опыт, если он не проработал в области промышленности ни дня? Среди наших людей есть также очень много тех, кто стали невидимками, незаметными, которые не попадают под категории защиты и заботы государства. И это та категория людей, которые были вынуждены переехать из села в город ввиду отсутствия работы в селе. Здесь из-за отсутствия городской прописки не могут трудоустроиться на нормальную работу, поэтому берутся за что попало. Если бы местному человеку предоставили хоть малейшую скидку на разрешение открытия таких торговых киосков, дали возможность трудоустраиваться без связей, без нужных знакомств, обучили бы на вождение транспортным средством в долг, таксомоторные службы назначили бы адекватную цену за аренду машины, провели бы честный тендер в области строительства, без проблем приняли бы на работу в отрасли промышленности. Произошла бы вся эта опасная ситуация. Поэтому этот конфликт произошел из-за халатного отношения властей к своему народу, из-за проведения миграционной политики в ущерб местному населению, из-за процветания коррупции. Власти необходимо это признать и провести оперативную работу по устранению этих проблем. Собрание в триумфе – это показатель того, что народ еще хочет пойти на диалог. Это его попытки донести проблемы, готовность к сотрудничеству. Мы не должны упустить этот момент и должны понимать, что и этой попытке может прийти конец. Спасибо за то, что выслушали.